Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Милюша Кашапова. Мы работаем в прямом эфире, готовы рассказать о главных событиях на сегодня. Единственный шанс на спасение. 20 оперативных вмешательств, 3 из которых пересадки кожи выполнены. В истории РКБ первый уникальный случай спасения после 90% ожога. О настоящем чуде. Вероника Гайнудинова. Ураган снес крышу медколледжа в Альметьевске. Мы с окна увидели то, что там развалилась крыша. Где сейчас учатся студенты и когда начнутся восстановительные работы, выясняла Аделя Закирова. Родное слово в мировых масштабах. Мы и так мало пишем на татарском языке, мало говорим. Как в Казани прошел татарша диктант, и легко ли было его написать? Впечатлениями поделится Рамиль Шайдулин. Татарстанские врачи совершили настоящее чудо. В РКБ поставили на ноги пациента с ожогами 90% поверхности тела. Это редкость как для российской, так и мировой практики. Гарантии не давали и московские коллеги, но свою роль сыграл профессионализм казанских медиков и настрой самого пациента. Нашего героя зовут Ильмаз. Ожоги он получил на строительных работах в июле. Все это время провел в стенах больницы. И сегодня долгожданный день выписки. Ильмаз попросил не показывать лица, но согласился рассказать нам свою историю спасения. Гараж обклеивали изолем. Вот, и его надо греть. Вот, использовали газовую горелку. Из насадки шланг оторвался, и получается, туда огонь попал. Шланг был в руках Ильмаза. Вспоминает, все произошло за доли секунды. Это была середина лета. Ильмаз был легко одет, и огонь охватил все тело. Соседи чудом оказались рядом. Они вызвали пожарных и скорую помощь. Парня сразу отправили в ожоговое отделение РКБ. Все это время Ильмаз был в сознании. Думал, что ничего такого серьезного, все быстро соживет. Сейчас немножко полежу, видим. С таким настроем было. Наверное, это немножко помогло. Врачи боролись за его жизнь, которая висела буквально на волоске. Ожог 90% поверхности тела, глубокие повреждения первой, второй и третьей степени. В самый критический момент связались с московскими коллегами. Прогноз был неблагоприятный. Родным не давали никаких гарантий. Было сделано 20 оперативных вмешательств, 3 из которых это пересадки кожи, а 17 это очищение ран от некротических тканей, от омертвевшей кожи. Большое количество переливания крови было выполнено ему. Около 3 литров красной крови и где-то 10 литров плазмы ему перелито. 2 месяца в реанимации, потом обычная палата. В РКБ больше 3 месяцев. Ожоговая болезнь непредсказуемая, говорят врачи, поэтому пациент всегда под наблюдением. Заново учились садиться, мы заново учились вставать на ноги, мы заново учились ходить. Изначально состояние было такое, что он не мог пошевелить даже кистью. Через какое-то время пациенты уже начинают встречать в коридоре врачей, когда приходят на работу. Они от палаты, самая дальняя палата была, они доходят до ординаторской и встречают врачей. Это самое приятное, что может быть. В истории РКБ это первый случай спасения пациента с 90% ожогом тела. Выжить в этом случае настоящее чудо, и его сотворили врачи. Мы руки никогда не опускаем. Все делаем вне зависимости от прогнозов. Мы все, что от нас зависит, делаем. Раньше, если считалось и 40, и 50% критическими ожогами, но сейчас уже выхаживают и 70, и 80, но 90% это все равно редко. Московские коллеги годятся? В курсе интересно, что выписывается или нет. Все, домой? Дембель? Да. Все, ладно, Дембельский аэропорт, покажи, как рукой шевелишь. Врачи Ильмазу только недавно рассказали о том, что его жизнь была на грани. Сегодня у него долгожданная выписка. Впереди долгая реабилитация. Ильмаз учится, работает в IT-сфере. Скорее хочет вернуться к обычной жизни. Чувствую себя отлично. Ходим, бегаем, получается. Чувствую себя хорошо, отлично. Почти выздоровели, немножко осталось. Вероника Гайнудинова, Лисан Саитова, ТНВ, Казань.
В республике за неделю почти в 1,5 раза выросла заболеваемость коронавирусом, зафиксировано 299 случаев. Чаще всего татарстанцы болеют в форме обычного ОРВИ или бессимптомно. 4% инфицированных переносят болезнь тяжелее в виде внебольничной пневмонии. Во всех случаях речь идет о штамме омикрон. В конце октября, в начале ноября ожидается рост заболеваемости гриппом. Сейчас важно сделать прививку, предупреждает Роспотребнадзор. Благодаря вакцинации за 20 лет заболеваемость гриппом в республике снизилась почти в 70 раз. За текущую неделю в структуре ОРВИ грипп не обнаружен, и все те положительные находки, которые были, а их было 132, они все приходятся на вирусы негриппозной этиологии. Это в основном риновирус, сезонный коронавирус, РС-вирус, парагрипп. Поэтому на сегодня у нас ситуация благополучная, благоприятная именно для того, чтобы сделать прививку против гриппа. На сегодня у нас в медицинских организациях достаточное количество вакцин. Запланировано привить более 2 миллионов человек. На сегодня вакцина поступила. Это исовигрипп или ультрикс. Продолжим выпуск. Сегодня весь день экстренные службы ликвидируют последствия урагана. Он пронесся накануне вечером. Без крыши остался медицинский колледж Альметьевска. Повалило деревья в Казани, Бугульме, Мензелинске, Аксубаевском и Нурлатском районах. В Елабуге повреждения получила легковая машина. Как и обещали накануне синоптики, порывы ветра достигали 23 метров в секунду. За сутки специалисты дважды обновляли штормовое предупреждение. Ветер только усиливался, и вечером его порывы достигли 25 метров в секунду. Восстановительные работы в Альметьевске пока не начались. Ураган повредил учебный корпус колледжа. Здесь учатся 930 студентов. На месте происшествия побывала Аделя Закирова. Мы с окна увидели то, что там развалилась крыша. Здание медицинского колледжа до сих пор огорожено. По всей территории разбросаны куски профнастила. Некоторые листы оказались во дворе соседнего дома. Их пока тоже не убрали. Стихия бушевала в Альметьевске накануне вечером. Но о произошедшем студенты узнали только сегодня утром на занятиях. Мы спросили у учительницы нашей, что случилось. И она сказала то, что вот вчера был сильный ветер, дождь, и из-за этого у нас в столовой упала крыша. Вчера у нас случилось происшествие, снесло крышу, но несмотря на это учебный процесс продолжается, и нам пообещали, что в скором времени ее починят. В этом одноэтажном здании располагается второй учебный корпус и столовая. Лекции в колледже сегодня отменять не стали, но сократили количество пар. Всех студентов и преподавателей перевели в первый корпус, но остался вопрос со столовой. На данный момент мы не ходим в столовую, мы ходим в магазин, там покупаем еду и, соответственно, кушаем еду из магазина. Сразу после урагана на место выезжали руководители городского и районного исполкомов. Как сообщили местные власти, размер ущерба пока не оценен. Однако для оперативного восстановления кровли уже ведутся переговоры со строительной компанией. В первую половину дня к моменту приезда нашей съемочной группы у здания медколледжа работы не велись. Охранник пояснил, рабочая бригада приезжала сюда в 8 утра. Погода в эти дни неустойчивая. Синоптики обещают осадки, поэтому ликвидировать последствия урагана в Альметьевске придется максимально оперативно. 12 октября в результате прохождения неблагоприятных метеорологических явлений поступили сообщения о падении 8 деревьев в Казани, Елабуге, Бугульме, Мензелинске, а также Нурлатском и Аксубаевском районах. Повреждение легкового автомобиля в Елабуге и срыве части профнастила кровли одноэтажного учебного корпуса медицинского колледжа в Альметьевске на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет. Восстановительные работы силами подрядной организации планируют завершить к исходу дня. Сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду был и сегодня. Пока информации о повреждениях нет. Аделя Закирова, Ир Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. Делегация Татарстана во главе с премьером Алексеем Песошиным посетила подшефный Лисичанск. Сейчас здесь идет подготовка к зиме. В момент рабочего совещания в своих соцсетях выложил Рустам Минниханов и уточнил, посмотрели объекты, на которых идут ремонтно-восстановительные работы. Это школы, больницы, госпитали. Самое главное, подчеркнул раис республики, в котельных идет подготовка к запуску тепла. И важно решить все коммунальные вопросы. О ходе работ докладывал вице-премьер Евгений Варакин. Почему сразу после открытия Вознесенского тракта начали строить разворотную петлю от пробок? И как новая дорога стала местом притяжения пробок? Читайте в интернет-газете «Реальное время». В
каждом районе республики до конца года появится муниципальный инвестиционный совет. Сегодня они есть лишь в половине и не имеют единого формата. Также в республике организуют обучение на тему привлечения частного капитала. Ряд поручений Рустам Минниханов дал сегодня на заседании инвестиционного совета. Здесь представили результаты мониторинга реализации инвестпроектов. Так, инвестиции в Татарстане в последние 2 года значительно выросли по сравнению с предыдущими 5 годами. Прежде всего, их привлекают крупные города. Также стабильно растут Арский, Балтасинский, Высокогорский, Менделеевский и Тукаевский районы. Главам отстающих муниципалитетов Рустам Минниханов поручил усилить эту работу. Это, как правило, отдаленные районы, малочисленные районы, в которых и логистическая доступность очень слабая, и плохо, так скажем, мало крупных предприятий, которые могли бы стать якорными. Да? Но и также это зависит от главы, безусловно. От главы района всегда прямая есть зависимость. Самое главное, первое лицо должно быть заинтересовано. Активизируйте работу, учебу организовывайте это. Да, у нас поездок меньше стало, но надо внутренние ресурсы. По России надо привлекать, проводить мероприятия, чтобы российские инвесторы к нам приезжали. Сегодня рассмотрели 8 инвестпроектов на общую сумму более 109 миллиардов рублей. Все одобрены. Танека будет строить завод по производству терефталевой кислоты и биокомпонентов для моторного топлива в Нижнекамском районе. В Столбищах появится светотехнический центр. Агрохолдинг «Красный Восток» планирует строительство 2 элеваторов в Алексеевском районе и нескольких кормовых центров. Также среди проектов многотопливная АЗС, индустриальный агропарк «Альметьевский», фермы по выращиванию КРС и производство по переработке пластиковых отходов в Тюлечинском районе. Как отмечают инвесторы, развивать бизнес в республике комфортно, и по многим вопросам они получают поддержку. У нас растениеводство и животноводство, да, на общую сумму инвестиций в течение 3 лет на сумму 8 миллиардов. Мы запрашивали в первую очередь по части растениеводства. Это 3 гектара земли без торгов получения в Алексеевском районе. И подведение коммуникаций в той же зоне. Сегодня мы собираем проект, связанный в Республике Татарстан, с инвестициями порядка 6 миллиардов рублей. Была оказана фактически всесторонняя поддержка. Это связано с подключением электроэнергии, газовые службы, водоснабжения, какие-то другие коммуникации. И везде получили одобрение. Следующее заседание Госсовета состоится 19 октября. Такое решение принято сегодня на заседании Президиума парламента. На повестке 30 вопросов. Это внесение изменений в закон о местном самоуправлении, развитие малого и среднего бизнеса, приватизация госимущества, а также законопроект о патриотическом воспитании. После рассмотрения части из них будет объявлен перерыв до 2 ноября, когда в первом чтении должны принять законопроект о бюджете республики на следующий год. Сегодня Марат Ахметов рассказал о том, как выполняются задачи из послания Раиса Татарстана. Так, прошлогодний план, содержащий 58 мероприятий по 29 тезисам, в основном выполнен. Уже есть и план работы по новому посланию. Каждого народа. Большое внимание в годовом плане уделено актуальным вопросам экономики и развития сельского хозяйства. Охвачены вопросы социальной направленности, в том числе предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг населению, дорожное строительство, транспортное обеспечение населения, квотирование и резервирование рабочих мест для трудоустройства инвалидов, вопросы формирования семейных ценностей. Очень серьезные задачи поставлены на непростые 24-й последующий год. Непростые. СВО продолжается. Давление со стороны недружественных стран на нашу экономику, российскую и татарстанскую в частности, продолжается. И наше единство, межнациональный мир и согласие в многонациональной республике, созидательный режим Татарстана, заложенный в этом послании, надо обязательно реализовать. Другим новостям. Татары всего мира сегодня писали на языке тукая. Началась ежегодная всемирная акция «Татарща диктант». Диктант на татарском. В этом году она проводится в 8-й раз. Участие уже подтвердили 70 регионов страны, но и около 30 иностранных государств. Всего около 5000 площадок, где участники диктанта смогут проверить свои знания. Впервые они пишут текст не по произведениям классиков, а по современной татарской прозе. Акция продлится 3 дня. Какие еще нововведения ожидают участников и насколько хорошо татары знают родной язык, себя проверил и Рамиль Шайдуллин.
Сегодня здесь нет свободных мест. Написать татарча диктант в КФУ многие пришли заранее. Ученые, студенты, артисты, простые горожане. Те, кто раз в год проверяет свои знания татарского вместе со всем миром. Акция для меня очень важна, потому что она показывает единство нашего народа и, что очень важно, отношение народа к своему языку, к своим истокам. Эта акция помогает популяризовать наш язык, не забывать его, потому что мы и так мало пишем на татарском языке, мало говорим. Присоединиться к диктанту решили и мы, предварительно получив специальную ручку и специальный бланк. Наверху форма для введения контактных данных, ниже поле для непосредственно написания самого диктанта. Впереди самое сложное. Для тех, кто давно не писал на татарском, таких как я, нужно слушать, и слышать будет оцениваться не только орфография, но и орфоэпия. В первый день акции читают текст писателя Рустема Галиуллина, отрывок из романа «Васият. Завещание о выдающемся ученом и богослове Таджиддине Ялчыгуле». Его книга «Рисаля и Гадида» была одной из любимых книг до начала 20 века татарского народа. И я надеюсь, благодаря татарча диктант, его труды и имя станут известным широкой общественности. Это одно из нововведений акции. Впервые за 8 лет диктант пишут не по произведениям классиков, а по трудам современников. Есть старотатские слова, как мемлекет, например, зиарат. Кому-то, может быть, сложны такие слова. Сложно подчиненные, сложно сочиненные предложения, также оформление однородных членов и оформление прямой речи. Это, по моему мнению, самые сложные моменты этого текста. Диктант сегодня писали и на других площадках. В Национальную библиотеку пришли председатель комиссии по родным языкам Марат Ахметов, глава Минобра Ильсур Хадиуллин, известные артисты и музыканты. Татарча диктант – один из успешных проектов Всемирного конгресса татар. Более 5000 площадок организовано. И это не только Республика Татарстан. За пределами Республики Татарстан это регионы с компактным проживанием татар. Это в странах зарубежья. Тексты для Татарстана, регионов России и зарубежных стран отличаются. В стране и мире пишут по произведениям Марселя Галиева и Фуата Садриева. Конечно, у нас среды больше в Татарстане. Естественно, текст Татарстана выбирается посложнее, то есть подлиннее даже, слов там побольше. И чисто отличается тем, что уровни сложности текста. На самом деле, да, есть те школы, которые там русские классы пишут и говорят, можно ли мы выберем там для заграничный текст. На самом деле, это не заграничный текст, просто уровень сложности отличается. Трансляция диктанта на ТНВ будет идти все 3 дня акции. Регионы России и зарубежья смогут написать его, посмотрев трансляцию на ТНВ «Планета». Впервые татарча диктант можно будет написать онлайн с помощью клавиатуры. Где бы ни писали, по традиции, акция завершается главной песней татарского народа «Тугантель Тукая» как символ жизни татарского языка. Рамиль Шабилов, Миндубаев, ТНВ, Казань. В воскресенье в России будут отмечать День Отца. Этот праздник был учрежден совсем недавно, в 2021 году, президентом страны Владимиром Путиным. Сегодня Союз отцов провел собрание в Общественной палате Татарстана. Организация была создана 20 лет назад в Нижнекамске. Папы живут с девизом «Нет чужих детей, есть окружение моего ребенка». Сегодня Союз объединяет 500 000 отцов по всей стране. Какие проблемы приходится решать папам по всей республике, знает Рамиль Галиуллин. Я от души приветствую прежде всего отцов, которые здесь находятся. Они приехали из разных районов республики, чтобы обменяться опытом в воспитании детей. У каждого своя история и судьба, но одна миссия – доказать, что чужих детей не бывает. Сегодня нам, родителям, нужна всесторонняя поддержка. Владимир Пушкарев в браке почти 15 лет. Его семья воспитывает 4 детей, 3 из которых приемные. Их было жалко, то есть мы увидели, в каких условиях они живут. Мы их взяли, потому что действительно их надо было в тот момент спасать. Мною лично движет уже это то, что родители, когда берут, они
То есть снять вот эту призму и научить не просто быть приемным родителем, там, опекуном или еще, но быть еще ответственным. Сейчас уже молодым семьям очень тяжело непосредственно находить время. Айдар Ашрафов – молодой папа. В его семье 2 ребенка, но это не предел, говорит он. Главный секрет крепкого брака – сохранение семейных ценностей. Вместе ужинать, например, вместе обедать, например. Были у нас такие принципиальные моменты, когда ужин, например, в 5 часов, значит, должно быть все там присутствовать. Вот это тоже, наверное, определенная ценность, которая сближает непосредственно семью. Союз отцов появился 20 лет назад в Нижнекамске. Потом вышел на республиканский уровень. Впоследствии стал по-настоящему всероссийским движением. Сегодня в его рядах больше 500 000 пап со всей страны. Знакомятся, общаются и ищут пути, как помочь ребенку в учебе, обеспечить его безопасность и не потерять с ним связь. Мы как раз говорим о традиционных семейных ценностях, о опыте ведения семейного хозяйства, об опыте взаимоотношения внутри семьи. Потому что для ребенка не может быть другого образца, кроме отца. Если вы с ребенком один раз перейдете дорогу на красный свет, вы никогда ему потом не объясните, что надо ждать зеленого. Психологическая помощь, а еще юридическая и благотворительная – главные направления работы Союза. В районах папы приходят в неполные семьи и занимаются с детьми. Особое внимание сейчас семьям участников СВО. Большую работу ведем, когда вот мы знаем, что отец пойдет в отпуск, это работа уже с семьями, которые ждают. Мы сразу говорим: уважаемая жена, ваш муж пойдет не такой, который вы знали и поважали. Человек приходит, он спать не может. И эта психологическая травма, но в большей части откладывается и на ребенке, потому что он видел хорошего отца, а тот отец непонятный. Отдельное внимание папам, которые отправились в зону спецоперации. По словам экспертов, настоящий отец ответственен и за семью, и за родину. Это понимание сегодняшнее, что роль отца, роль мужчины, ответственность мужчины за своих родных, близких и за страну пришло в нашу жизнь и очень серьезно, и очень основательно, оно, конечно, уже есть. Здесь же обсуждают важность Дня отца. Я думаю, что создан он и учрежден не только для того, чтобы мы в этот день веселились и проводили какие-то мероприятия, а в первую очередь для того, чтобы привлечь внимание вообще к истории, к семейным традициям и, конечно, обязательно возвысить роль отца в воспитании ребенка. В этом году в Татарстане зарегистрировали 19,5 тысяч браков. На свет появились 27 тысяч детей, но в то же время продолжает расти число разводов. Те причины, которые служат распаду семьи, как непонимание, супружеская измена, неудовлетворенное материальное положение, оно все идет от внутренних посылов каждого человека. И поэтому вот эти примирительные процедуры, когда люди не имеют возможности сами решить свои психологические проблемы, они очень важны. Не надо этого стесняться. День отца отметят 15 октября. Как отметили участники, праздник не только повод лишний раз выразить им слова уважения, но и провести время вместе. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В 10 районах республики в ближайшие 3 года откроют филиалы Центра поддержки талантливых детей созвездия Йылдызлык. Об этом сегодня рассказали на заседании Совета при Раисе Татарстана по поддержке республиканского движения. В следующем году завершат ремонт здания Алафузовского театра, где находится арт-резиденция созвездия. Напомним, оно пострадало от пожара. Укрепят фундамент, заменят кровлю, завершат отделку. Ежегодно движение созвездия охватывает больше 60 тысяч ребят. В этом году на поддержку фестиваля из бюджета Татарстана выделили больше 84 миллионов рублей. По ремонтным работам арт-резиденции созвездия Йылдызлык, безусловно, один из приоритетов для Минстроя и для Минола обозначен, о том, что мы должны дойти эту дорогу, всю эту повреждение, и сумма у меня, в принципе, имеются, поэтому ремонтно-реставрационная работа Министерства строительства убедительно прошу держать на контроле. Фестиваль у нас обычно проходит неделю. И потом о нем забывают на год. А у нас движение красоты и таланта работает каждый день. И то, что Путин только говорил неделю назад, пора создавать кластеры, это созвездие Йылдызлык и есть творческий кластер.
Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и телеграм-канале. Далее прогноз погоды с Динаром Бадрудиновым. Увидимся в 21:30. Внимание! В аптеках Фармленд осенний кэшбэк 30%. Скидки и подарки сохраняются. Приходи, покупай. Экономь в аптеках Фармленд. Автогидроподъемники. Красная машина. Твоя победа. Твой характер. Компания «Луидор» представляет новый седан бизнес-класса Chery Ariza 8. Взрывная динамика, интеллектуальные ассистенты вождения и 5 звезд безопасности. Эффектный, стремительный, впечатляющий Chery Ariza 8 – это премиальный сплав комфорта, элегантности и цифровых технологий. Только в октябре у официального дилера «Луидор» Chery Ariza 8 с выгодой до 465 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2002 402. Мы разогнали выгоды на максимум. Только в октябре в Эксид-центре РРТ премиальные внедорожники Эксид с выгодой до 590 тысяч рублей. Звоните 207-0080. 207-0080. В ленте с 13 по 26 октября недели халяль. Скидки до 44%. Чак-чак тамле 300 граммов 89 рублей. Сдавайте анализы где удобно. Комплексная проверка здоровья в офисе или на дому по программе «Страна Гемотест». Подробности на gematest.ru. Наша жизнь не стоит на месте, заставляя двигаться только вперед. Но цена одной ошибки может быть очень высока, если вовремя не сбавить обороты. Здравствуйте, Исянмесис, в студии Динар Бадрудинов. Погода в Татарстане в выходные будет довольно комфортной. Осадки на время прекратятся. Подробнее через несколько секунд. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки в Варске, Богатых Сабах и Кукмаре переменная облачность. Осадки возможны ночью. Температура днем 9-11, ночью 6-8 градусов тепла. В Апастово, Камском устье и Кайбицах также облачно с прояснениями. Днем дождей не будет. Ночью ожидаются осадки. Температура днем до плюс 12, ночью около 8 градусов. В Чистополе, Черемшане и Аксубаево тоже будет проглядывать солнце. Осадки возможны ночью. Днем от 10 до 12, ночью около 6 градусов. В Нижнекамске, Агрызе, Сарманово такая же картина, переменная облачность без осадков. Днем от 8 до 10, ночью около 5 градусов. Ожидаются осадки. В Альметьевске, Бавлах и Лениногорске облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 11 градусов тепла. Ночью температура составит 4-5 градусов. Квартиры в жилом комплексе «Город-парк Новые Горки» в сданных и строящихся кирпичных домах с чистовой дизайнерской отделкой рядом с Горкинско-Аметьевским парком и метро «Горки». Подробная информация по телефону 2 677 677. Строительная компания «Грань». Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк Новые Горки». 2 677 677. Санчи – сокровище китайской медицины, дает энергию, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости, нормализует давление. Санчи – источник долголетия. Продается только в аптеках Фармленд. Телефон для справок 8 92 72 36 71 75.
сайт sanchi.rf. В туристических городах нашей республики также ожидается довольно комфортная погода. В Свияжске облачно с прояснениями, небольшие дожди лишь ночью. Температура 11 градусов днем и 8 градусов ночью. В Болгаре то же самое, осадки только ночью, днем без осадков. Температура днем до 12, ночью до 8 градусов тепла. В Елабуге днем воздух прогреется до 10 градусов тепла, ночью будет около 6. Здесь тоже дождливо, только в темное время суток. В столице Татарстана днем осадков не прогнозируют. Дождь пройдет только ночью. Будет облачно с прояснениями. Температура 11 градусов днем и около 9 ночью. Давление чуть выше нормы, 753 мм ртутного столба. Ветер западный, сильный. Влажность воздуха 62%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Я с вами прощаюсь. До встречи. Энергозумышлывался.